Здравствуйте, уважаемые абитуриенты и родители. Меня зовут Эльвира Ангамовна, фамилия моя Валеева. Я являюсь председателем цикловой комиссии изобразительное искусство и черчение колледжа БГПО имени Мифтахетдина Акмуллы. Мы рады, что ваш выбор учебного заведения пал на наш колледж и на нашу специальность в частности. Как вы уже поняли, программой предусмотрено вступительное испытание. Вступительное испытание будет по рисунку в виде практической работы. Оно будет проходить в очной форме, в присутственном формате. Адрес вы можете видеть на текущем слайде. Город Уфа, улица Свердлова, 53/1, корпус 14. Это наш арт-кластер, где размещается наша специальность. С перечнем разделов для подготовки к этой работе практической вы можете ознакомиться на текущем слайде. Методические рекомендации для выполнения работы. Каковы же они? Ну, во-первых, вам нужно будет решить компоновку. Вам нужно будет самостоятельно выбрать, как вы расположите формат. Горизонтально он будет расположен или вертикально. И разместить группу из 3-4 предметов ГИТа на этом формате, чтобы предметам не было тесно, чтобы они не были слишком крупные, и чтобы не осталось очень много нерабочего свободного пространства, чтобы предметы не были очень мелкими. Далее нужно будет правильно определить, выполнить перспективное построение, то есть выбрать линию горизонта правильно и относительно нее грамотно выполнить перспективное построение этих предметов. Третьим пунктом, как вы видите, предусмотрена правильность пропорциональных отношений. То есть предметы все разные, крупные, мелкие. Вам нужно будет вот эти пропорции, конечно же, соблюсти. Ну и по возможности выполнить светотеневую моделировку. Мой вам совет: с тональным решением не торопиться, все-таки сделать акцент на компоновке, на композиционном решении и на конструктивном построении. А дальше уже за оставшееся время, сколько успеете, поработать в тоне. Если вы не завершите работу в тоне, за это не будет снижаться оценка. Так, далее. Ну, как я уже сказала, экзамен будет проходить в очной форме. Вам нужно будет явиться за 30 минут до экзамена, чтобы спокойно пройти в мастерскую. Вас встретят члены экзаменационной комиссии. Вам нужно будет на входе предоставить паспорт, чтобы мы удостоверили, что это именно вы. Выбрать место, расположиться, достать материалы и спокойно начать работу. Ну и здесь уже по желанию какой-то перекус или воду, это на ваше усмотрение, пожалуйста. Расписание вступительных экзаменов, вступительных испытаний вы можете ознакомиться на официальном сайте приемной комиссии. Если вы пройдете по ссылке, то вы, скорее всего, найдете вот такой вот документ. Расписание вступительных испытаний на вашем колледже. То есть у нас не все специальные, не на всех специальностях есть вступительные испытания. И вот третья строчка – это наш экзамен. Вы видите, здесь написан рисунок. Еще раз прописан наш адрес, 14 корпус. И вот вы видите, что экзамен будет проходить 13 августа в 10:00 начало. То есть вам в 9:30 нужно будет уже явиться. Для тех абитуриентов, кто по той или иной причине не смог присутствовать 13 августа, предусмотрен резервный день 15 августа. Начало экзамена также в 10:00.
Как подготовиться к вступительному испытанию? На официальном сайте также прикреплена такая подсказка, программа вступительных испытаний. Скорее всего, там она вам тоже будет полезна. Что же вам нужно будет делать на самом экзамене непосредственно? Итак, вы прошли, вы не забыли паспорт, вы прошли, сели, и перед вами будет стоять натюрморт из простых предметов быта, то есть не будет гипсовой розетки, не будет каких-то сложных предметов в виде черепа. Это будут простые, по форме, ясные предметы. Как правило, 3-4 предмета. На выполнение вам будет даваться 4 академических часа. Формат А2 вы приносите сами с собой. И все графические материалы, соответственно, это карандаши, ластик, скотч малярный и какое-то средство, которым вам привычно затачивать карандаш. Ну и опять же здесь на слайде прописаны требования к работе. Хочу оговориться, что на специальность можно поступать, не имея художественного образования. То есть не обязательно иметь базу за плечами художественной школы. Если вы чувствуете потенциал, какую-то потребность вот в такой вот творчестве, то, пожалуйста, мы вас ждем. Если вы сможете правильно закомпоновать формат А2, если вы владеете минимальными основами графического исполнения, то вы вполне конкурентоспособны. То есть вы сможете, вы чувствуете пропорции, вы можете передать форму тех предметов, которые стоят на постановке. Ну, у вас все должно быть хорошо. Так, экзамены у нас оцениваются по 100-бальной системе. И на этом слайде вы видите шкалу перевода этих набранных баллов от 0 до 100 в зачетную систему оценок. Как вы понимаете, нужно набрать, судя вот по этому слайду, не менее 53 баллов. Не менее. Потому что 52, вы видите, от 52 и ниже, это уже оценка 2. От 100 баллов до 85. Если вы максимально решили вот все уже просматриваемые требования к работе, то это оценка 5 считается. Дальше от 84 до 69 это 4, от 68 до 53 это уже 3. Главное, чтобы не меньше 52 вам поставить экзаменационная комиссия. Так, ну вот на следующем слайде представлены образцы работ. Это не обязательно будут эти предметы постановки, но плюс-минус что-то подобное будет. То есть будет один какой-то доминирующий предмет, крупный, это может быть будет крынка, может быть будет какой-то чайник, некий призматический предмет в виде разделочной доски, призма, в основании которой квадрат, фрукты. Ну, все это на фоне пирога. И вы видите, что здесь вот компоновка, правильно, вверх, вниз, справа, лево, построение. Пусть линии построения сохраняйте. Это ваши мысли, то, как вы думали. Осевые все сохраняйте. Эллипсы сохраняйте, если это телообращение.
и уже потом тональные решения по возможности. Так, если у вас возникли какие-то вопросы, то вот на текущем слайде мои контакты представлены, мой номер телефона. Звоните, я буду рада ответить на ваши вопросы. Ждем вас, удачи!